Где-то далеко-далеко, на самом краю земли, у старой дороги на вершине одной из скалистых гор Верхоянского хребта стоит, говорят, каменный стол. И стоит он стражем памяти между прошлым и будущим. Застыв в каменном безмолвии, ждет своих потомков. Что далеко? Луна. Что близко? Беда. Что высоко? Солнце. Что низко? Деревца в тундре. Какая беда горше всех? Ославленное имя. Горше самого горького горя. Страшнее самой страшной беды имя, ославленное человека. Имя, опороченное навека. Доброе имя дороже всего. Как был прав мой дед. Сложную жизнь прожил он в этом мире. И ведь после смерти судьба его складывалась непросто. Хорошо, хоть при жизни не узнал преследований. Неужто в этом счастье его? Дед, дорогой мой дед. Семен Петрович, ваш тогда он был председатель Союза писателей в Якутии, он завел речь о Кулаковском. И кто такой Кулаковский? Ну, честно я вам скажу, что я тогда просто первый раз услышал это имя. Джамбул в Казахстане, Айни в Таджикистане, Дмитрий Гулий в Абхазии. Всех мы знаем. Турсун-Заде, Душанбе. Почему Кулаковского не знаем? Он говорит, Кулаковский якутский великий поэт, но у него судьба не такая простая. Я говорю, ну тогда давай подстрочники я прочитаю. Это же великий поэт, где вы его раньше прятали? И я был поражен. Такая жемчужина, перл, такой бриллиант, и скрывался так. Мне Сафронов объяснил, что Семен Петрович, что якуты любят Кулаковского, любят. Но до 1964 года якуты его любили тайно. А после 1964 года начали любить открыто. А умер он в 26 году, уже его на свете не было. Я говорю, почему же? Потому что стоялось решение обкома о некоторых неправильностях в оценке, значит, явлений. О, кіші, работам иттеді.
Какой саманьяк, бор, чирей, катан таверия, манала галаджуттан, хамсай. Бөлүләк өтөкөнгө аяк тутан атарын эребит. Алотым иччиде окчы манала аспыттан хамсай. Если представить, сколько проехал за всю жизнь Кулаковский, получится дорога, трижды опоясывающая земной шар по экватору. По этой дороге не каждому хватит духу проехать и единожды. Кулаковский, говорят, верхом на лошади проехал по ней 7 раз. На 8-й раз, летом 1926 года, во время сенокосной страды по вершинам гор Аймекуния, прокатилась вдруг эхом песня. Говорят, это был голос самого Ихсикуляха. Сегодня к каменному столбу на вершину горы Керехтех, навстречу с дедом, с его наследием, едет его правнук Степан Охлопков. А в это время с такой же почетной миссией в поисках разгадки тайны наследия Кулаковского на родину якутского мыслителя из Санкт-Петербурга отправился писатель Николай Коняев. Побывав здесь, на родине Кулаковского, я просто начинаю физически ощущать многое из того, что он писал, о чем он писал в своих произведениях. Та мистика, которой он, казалось бы, так сказать, вот как некоторые считают, что он просто пользуется в качестве орнамента, украшает там свои произведения, она, конечно же, никакого отношения к орнаменту не имеет. Она является сутью его творчества. Она является сутью его жизни. Путь наследия Кулаковского, как и его жизнь, был наполнен крутыми поворотами, удивительными тайнами. Письмо якутской интеллигенции он отправил в Улусы своим единомышленникам, но отчего-то не стал читать на съезде в 1912 году. Удивительна судьба этого произведения. Письмо было в заточении, подвергалось репрессии. Есть ли еще подобное в этом мире? В 1909 году он поехал в Бодойбо. И поехал к Семену Петровичу Барашкову. Инородец добился вот такого вот и уважения, и состояния. Это благодаря только своей личности, своему уму, своей хватке, своему харизму. И когда человек разбогател, там, значит, у него уже свои, так сказать, связи налажены, уже все идет. И пойти, приехать к нему и уговорить его приехать в Якутию, это надо быть Кулаковским. Вообще-то вот Алексей Алексеевич говорят, что у него был большой дар убеждения. И они в 2010 году вместе приезжают в Качкар. Создали вот это вот хозяйство фермерское с Барашковым, которое должно быть его опыт, вот он переложил в письме якутской интеллигенции. И должно было быть этот опыт распространен по всей Якутии. Это письмо писался в этом месте, где жил он у друга, однокашника Семена Петровича Барашкова, мецената, купца-просветителя. Сейчас в этом доме вот ставили мемориальную доску, гласящую, что здесь этот дом купца
Барашкова. Здесь жил и творил великий поэт, гуманист, философ Алексей Алексеевич Кулаковский. Очень близкие друзья были с Семеном Петровичем. Играли вместе в шахматы, шашки. Когда боролись, Кулаковский-то был силач, а Барашков толстый толстяк, здоровый человек. И он все время положил Кулаковский Барашкова лопатку и охал, радовался. О, тебя-то родная земля как крепко любит, притягивает же тебя к себе. И всю ночь напролет сказки, былины, легенды. Слушающие люди, вот не спящие люди думали, что же это люди, как ребята, рассказывают себе там такие сказки, небылицы. Ученые люди говорят потом. По логике он мог бы написать письмо якутской интеллигенции, скажем, в 2011 году. Или, может быть, даже раньше. Нет, он дождался, там, проработав 3 года в этом хозяйстве, увидев реальные результаты, полностью создав, уже после этого вот он пишет. О якуты, чьи мысли закрыты совсем, отчаянно ли повлияют на ваш оскуделый удел, обложенный горем кругом образованных наций борьба? Огромных империй спор, неужто бедная благодать Саха низвергнута будет в прах? Народ мой потерянный, как дитя, неужто со света исчезнет он, развеясь, как прах? В этом месте он почему-то творчески загорелся. И это «Дары реки». Очень такая большая поэма, философская поэма. «Сон шамана» возьмите. Это 10-й год, 12-й, это интеллигенции. Все эти глобальные его работы писались в местности Тита, в этом селе Качекаце. Он должен был вот то, что свои идеи, свои мысли, как говорит тот посланец, отправить по всем улусам. И вот он, описав опыт того хозяйства, он не говорит, что мы создали, да, в этом и скромность и Кулаковского, и, может быть, Барашкова, что они не стали писать, что это мы создали, что мы такое великое чудо сделали, но это было действительно чудо. Ладно. Вот это письмо, оно несет пафос очень сильный, очень большой, оно личностное письмо. И, может быть, поэтому, так сказать, многие мысли его, этого письма так доходчивы, так оставляют всех неравнодушными. Я бы сказал, что это научно-публицистическая работа, но написанная с темпераментом художественного произведения. Неизвестно почему, но сохранившееся в недрах архива письмо не переставало будоражить умы и души лучших сынов народа. Удивительно и то, как письмо попало в архив. С тысячами чиновничьих бумаг с рутинными записями легло на дно. Если бы с самого начала письмо широко распространилось среди народа, возможно, оно стало бы жертвой очередных скоропалительных директив. Могло ведь быть так. Но, видимо, действительно всему есть свое время.
Письмо явилось своему народу именно в тот час, когда это было нужно ему как никогда. Дед, дорогой мой дед. Думал ли он, что кто-нибудь из его потомков пройдет по его тропам, найдет этот заветный камень и тихо выскажет свою боль? Да, и это счастье из всех потомков деда выпало мне. Где же этот камень памяти? Сохранился ли он? Каков он собой? Такие люди, как Пушкин, как Кулаковский, они не могут быть в истории. Они в истории не могут. То есть они и в истории, но они живые всегда. Они живые. С ними, я, например, когда Кулаковского читаю, я у него всякие советы, там, в свое время еще молодой был, как жениться, на ком жениться, как вести себя в быту, как вести себя так. А как, ну, и моральные он, так сказать, целые правила, так сказать, прописывает, и обычаи, и потом одновременно советы всякие дает. А самое главное, у него, конечно, на родном языке это намного лучше, видимо, у него же очень искусно слова. И такая живая игра слов, даже в переводе, такая живая игра слов, что зачитаешься. Гений Кулаковского проявился даже в том, что он самоустранился в какое-то время от политической борьбы, от общественной жизни, предпочитал уединение. Очень широкими масштабами мыслил. То есть судьбу якутского народа того времени, до революционного, до 17-го года, он вписывал в судьбу всей мировой цивилизации. И вот этот масштаб, конечно, очень удивлял, поскольку, во-первых, показывал глубокую образованность Кулаковского, во-вторых, его вот этот напор уже как и поэт, выступал не просто каким-то абстрактным футурологом, а что будет завтра, а что будет и так далее, послезавтра, а он планировал судьбу якутского народа на какое-то время. Он его спасал, по сути, потому что тогда вопрос стоял о переселении в Якутскую область, тогда называлась, миллионы переселенцев должны нахлынуть, были из центральных областей России и так далее. И, естественно, Кулаковский просто думал, как спасти в этой ситуации свой малочисленный тогда народ. Попробую хоть немного рассказать тебе, что произошло за эти 100 лет. Слушай, дед, слушай, родной. Письмо твое, наследие твое, преодолев многочисленные препоны и преграды, наконец-то дошло до нас. Невыхолощенное течением времени письмо якутской интеллигенции актуально, как и 100 лет назад. Не только в 1912 году это письмо оказалось неуслышанным, оказалось, что люди не готовы услышать это письмо. И так получилось, что это письмо, оно практически пропало, оно практически исчезло. И, в общем-то, как бы его и не было, этого письма. Удивителен путь наследия. Великие наши, завершая свой жизненный путь и отправляясь в вечность, оставляли золотой былаях молодым, тем, кто шел по их стопам. Кулаковского последний путь проводил Алампа, а Алампу проводит последний путь Аюнский. И прежде чем попасть под молох репрессий, он заберет из АГПУ произведение своего друга и оставит в архиве созданного им Института языка и культуры. Когда, казалось, весь мир замер в тревоге, священный золотой былаях примет он, Георгий Башарин.
Алексей Алексеевич практически умер же на руках у Сафронова. Это был такой удар для олимпиадиста Ивановича, от которого он очень долго не мог отойти, скажем так, переживал очень сильно. И вот он сдал. Нет, он не сдал. Да, он не сдал. Дело в том, что его же арестовали. И только благодаря Платону Аюнскому, который не побоялся, в декабре 1935 года он написал письмо в ОГПУ, что нам известно, что там хранятся эти документы. Есть и документы Кулаковского. Пожалуйста, верните. Пожалуйста, отдайте во вновь образованный Институт языка и культуры. Если бы не это письмо, если бы не вот эта подвижническая деятельность Аюнского, еще бы долго творчество Кулаковского и Сафронова Неустроева не изучалось бы, потому что вот этот полный комплекс, который пришел оттуда, он лег как бы в основу. И когда Георгий Прокопьевич начал непосредственно изучать эти документы, он потрясся. Это было для него таким откровением, таким потрясением. Ведь в 1938 году обвинили уже так официально и стали исключать из программ произведения Кулаковского, Сафронова. И многие считали простодушно, что партия не может ошибаться, что они и являются ярыми врагами якутского народа, буржуазные националисты. 100 лет. Сказать-то просто. Неисчислимы дни и ночи, которые простоял этот каменный стол. Много бурь и ветров пронеслось. Было время, когда даже имя того, кто поставил его, было стерто. Хоть и прошло то время, но оно было. Было страшное, жестокое время. Когда началось избиение якутской интеллигенции при Борисове, Канаеве и Тихонове, в 1954 году было распоряжение обкома партии об изъятии произведения Кулаковского и о сожжении, об уничтожении. Вот. И в 1954 году, вот, я что помню, в основном костры слаживались из этого издания. Вот. И она была вся собрана и сожжена. В основном сжигали в школьных, около школы, на школьных участках. У нас, например, вот, созвали учителей всех, жителей нашей деревни, всех участников. Мы стояли около костра из этих книг. И вокруг люди, и посередине костер из книг деда. Я была довольно еще маленькая, но тем не менее в то время проходила. Ну, очень рано я научилась читать, поэтому уже знала, что сжигали книги только фашисты, и долго недоумевала, как это в наше время можно сжигать. Ну, не в наше время, а как вот фашисты сжигали, а почему сейчас мы сжигаем. Вот эти вот вопросы. Потом я впервые увидела, как отец страдает. Может, ведь он, как истинный якут, вообще старался не показывать свои страдания. И когда особо бывало ему не вмоготу, он уходил в лес. Уходил в лес, а как никто понимал язык природы. Как было бы жить гипотетически тяжело русскому народу без Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя. Вот тут ты понимаешь, так сказать, что, может быть, вот в том-то и сила, так сказать, русского человека, что у него никто никогда не отбирал
ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя. Они ему и сообщали те огромные силы, которые необходимы были, чтобы пройти все испытания. Так вот Башарин, он как раз и пример этого, того, что когда он взял 3 писателей, Кулаковского, Сафронова, Неустроева, когда он их воспринял всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим существом, то оказалось, что это не только он их возрождает, но и они его поддерживают. И более того, поддерживает не просто поддерживает, а поддерживает каким-то совершенно мистическим образом. Башарин – это как раз часть, не просто, кстати, то, что вот он сделал, он вернул 3 великих якутских писателей якутскому народу, но он как бы стал сам частью вот этой троицы, да? Он, ну не то чтобы он примкнул к ним, да? Он просто вот где-то в них растворился, а они растворились в нем. Bu evet şulun batıhan ayından hemmet rahırge yin tabat özü tühemme qata da şu da nägem ey xabarga maqtal minne sahane slash sene ki maygın yeli sevene onu bu Aksulalok şeytuğundan bunu çoruyasta galay kanyat вата бусруяч. Жизнь замечательных людей, где был цикл гататор бы книги, это все веки не это не ехал. Он на бары алгыгытта, макталгытта, чой бает, а на-ка шёппет. Твои мечты, твои мысли и в наше беспокойное время служат развитию жизни народа. Оставленное тобою духовное наследство, как самую драгоценную реликвию, в течение целого года передавали из улуса в улус, где увидело его новое поколение. Дед, дорогой мой дед, волнующее, потрясающее душу событие, особенно для меня, твоего правнука. Как человек-просветитель, Кулаковский шел впереди настолько своего времени, что сейчас, когда вот эти вопросы перед любым, ну не таким, да и перед русскими, кстати, вопросы стоят о том, что как выжить в этом мире, в этом сложном, жестоком даже в чем-то мире, с такой агрессивной массовой культурой, которая распространяется по всему миру. Эта культура совершенно нивелирует все национальные отличия, природные вот от земли идущие соки у художников. При этой ситуации, при ситуации опасности, в которой сейчас это письмо и вообще вся позиция Алексея Алексеевича Кулаковского очень актуальна. О, дед мой, родной мой, здравствуй, здравствуй, камень. Суждено мне найти тебя, суждено встретиться.
Что касается нашей родни, прямых потомков, твое последнее заветное письмо принес Алампа. В нем были строки, в которых ты сокрушался, что оставляешь своих детей сиротами. Лариса, Алексей, Ясон, Раиса, их не стало вскоре после тебя. Огонь твоего очага почти потух. Остался один Риас, которого ты назвал так Иреяс. Преодолей страдания. Сидящий на дороге зверей и зверят в облезлой шапке длинноволосый старший брат, у самострела поджидающая до поздней поры с лицом огромным, как лоб горы, тетушка моя, белая пищуха. На пути моем не вставайте, не вертитесь и не мешайте, мне дороги не преграждайте, не нужны мне помехи преграды. Я вас через священный огонь угощаю, через синий огонь насыщаю. Кушайте вовсю, будьте рады. Это станет моей счастливой белой ворожбой. Пусть дорожные ухабы не мешают мне, пусть всякие препоны не глумятся надо мной. Счастья и удачи мне. Эгэхэ ягар олоро чуннэк бэргэхэлээх баттах сарын уолу байым. Кен түктөрдүгэр кэтэхэ чыкырттас каясаға сырайдаах маған чаңый эжиим. Баллай ойун кыха тахын курбай саңарым. Сырбаяр сырыргыр, каргыстыр, карчактыр, буомнур буанчалыр буалайагытай. Ал отнан аяқтатым, күйөк отнан көмейдәтім. Ахан сырхан турум. Төлкөлөөх түйені маған түйерек тәқтелге тәптерер, очурға құстарар буалайығыны. Туску, туску, туску. Твоему сыну пришлось испытать много страданий. И только благодаря тяге к жизни выжил. Женился он на дочери из зажиточной семьи Татьяне Паповне Заболоцкой. У тебя появились 8 внуков. А сейчас нас очень много. Моя мать, твоя старшая внучка Раиса, вышла замуж за достойного человека, Степана Гаврильевича Охлопкова. Он был крепкой опорой Риасу, приложил большие усилия восстановить твое доброе имя. Людмила Ильясовна, твоя внучка, организовала институт, который занимается изучением твоего творчества, провела международную научную конференцию в Москве. Каждое новое первое лицо, когда приходит, то это как уже знак. Если он с Кулаковским вместе, то он остается личностью в памяти народной, а если он против него, то он, как говорится, будет своим народом же проклят.
и Лермонтов, как и Кулаковский, вот есть такие люди, которые сцеплены с языком, с народом, с теми пластами, где рождается эпическое бытие народа. Эти люди, они устроены совершенно иначе, чем обычные люди. Потому что это не значит, что они более счастливы. Например, про Кулаковского уж никак не скажешь, что у него шибко такая счастливая жизнь. И в неимоверных странствиях, и неимоверно сложных и трудных. И сама кончина его, это такая трагическая, такая страшная, такая безысходная. Но вот Тютчев, он же правильно сказал, да, что счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Дед, а я нашел твой заветный камень и как будто бы наяву встретился с тобой. И наконец-то выговорился, и мысли мои прояснились, и дух окреп. Дед, пусть дорога твоя никогда не сгинет. И следом за мной сюда придут мои дети, мои внуки. Да будет так. Да не прервется связующая нить времен. И пройдут путь твоего наследия все новые и новые поколения. Соединяйтесь вместе в единое ядро. Вы будете вместе сильны с Россией, с русским народом. Кулаковский – это та большая и всероссийская фигура и якутского народа. А в каком-то смысле, когда мы сталкиваемся сейчас с вызовами всего мира, это и всемирное тоже. Это тоже вот нам нужно собрать вот этих заботников о своем народе и о великой России. Нам нужно их собрать, нам нужно представить народу, что все знали. Это вот такие. Да, у нас есть Пушкин, Гоголь, Достоевский, там, Толстой, Чехов, Есенин, Шолохов. Но у нас есть такой Кулаковский.